Ребят, мы продолжаем наши прогулки по жаркому, знойному Бишкеку. И у меня новый собеседник Мелис. Здравствуйте. Здравствуйте. Мелис, как вас правильно представить? Ну, я вообще занимаюсь кыргызоведением. Кыргызовед. Я сам руководитель общественного фонда «Бабдулет». И вот уже на протяжении 20 лет мы занимаемся изучением, познанием, то есть собственной культуры, традиции, истории, санджиру, да, то есть сами себя познаем, грубо говоря. Почему? Потому что это сейчас актуально, в век глобализации, мы все это знаем, и поэтому именно вот эта вот идентичность национальная, с ее уникальностью, особенно в культурном спектре, в мировоззренческом, это очень интересно. Потому что, зная все это, ты можешь просто вот так вот предполагать, или там прогнозировать какие-то процессы общественные, даже и государственные. Поэтому это очень важно даже. Ну, скажите, а вообще вот кыргызы, они насколько вот чтят историю свою, следуют традициям, насколько они вот именно в этом живут, а не просто для галочки? Да, я бы сказал бы так. Вот, знаете, здесь очень такой интересный момент. Ну, не всем, всем не секрет, я хочу сказать, то, что мы представители кочевой цивилизации. Но есть такая тенденция, что кочевая цивилизация уже изживает последние свои дни, поэтому все, кто бьет себя в грудь и считает себя кочевниками, в принципе, все уже осели, в том числе и мы. Но при этом, вот мы сейчас живем в оседлой культуре, как бы, все, и государственное устройство у нас все, и хозяйство, все такое, да, но мы еще какой-то процент бытовой жизни мы сохранили, именно традиционно кочевого порядка. Почему? Потому что без этого никак. У нас вот как-то. И мы вот сейчас стараемся, сохраняя все наши традиции, ну, если даже не все, но основные, и какой-то ритм вот этой кочевой жизни еще как-то в себе держать. Потому что без этого кыргызы как бы не кыргызы. Даже что значит ритм кочевой жизни? Ну, вот как смотрите, вот в городе его можно... Ну вот смотрите, даже в городе, не в самом городе, а в пригороде очень много есть таких парков, где можно спокойно, доступно пойти покататься на лошадях, допустим, поиграть в ту же губбыру, допустим. Это все доступно. За город выйдешь, пару сел, все, там уже местные ребятишки, дети уже, вот, которые уже в силе оседлать лошадь, да, они уже спокойно играют у себя во дворе там, в эту игру и так далее. Ну, не только это, вообще. Вот этот вот кочевой вид. Потом скотоводство у нас, оно до сих пор у нас, ну, как бы еще пользуется спросом, поэтому без скотины тоже мы как бы себя не представляем. В частности, вот, допустим, в горных селах основной вид как бы нашей деятельности. Поэтому отчасти где-то вот это вот, он у нас полукочевой, полуоседлый.